Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Юнусбек Евкуров выразил соболезнования в связи с еще одним терактом в Волгограде. В телеграмме в адрес губернатора Волгоградской области, в частности, сказано, цитата: «Это большое горе для всех жителей нашей страны. В этот тяжелый час народ Ингушетии скорбит и переживает вместе с вами». Конец цитаты. Напомним, взрыв прогремел сегодня в половине 9 утра в троллейбусе. В результате этой чудовищной акции погибли 14 человек, 27 пострадавших госпитализированы. Среди них есть и маленькие дети. Мощность взрывного устройства составила около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. По последним данным, бомбу привел в действие смертник. Фрагменты его тела отправлены в генетическую экспертизу, чтобы установить его личность. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по 2 статьям: теракт и незаконный оборот оружия. Всего за сутки в результате 2 взрывов в Волгограде пострадали более сотни человек, 32 погибли. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МЧС Владимир Степанов. Представители правоохранительных органов отмечают, что сегодняшний взрыв схож по почерку с 2 предыдущими. Бомбы были наполнены одинаковыми поражающими элементами. В Ингушетии на особый контроль взят аэропорт, железнодорожные и автовокзалы, рынки, места массовых скоплений людей. Сегодня об этом главе региона доложил секретарь Совета безопасности Алихан Кузьков. В круглосуточном режиме дежурят сотрудники патрульно-постовой службы. Все подробности внепланового заседания антитеррористической комиссии Ингушетии у Хавы Султыговой. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Волгограде. Юнусбек Евкуров жестко осудил произошедшее и выразил соболезнования родственникам погибших. Он напомнил, что в этом году в Ингушетии удалось предотвратить несколько террористических актов, в том числе у здания в РОВД в Орджоникидзевском. Напомним, благодаря усиленным мерам безопасности, принятым ингушской полицией, смертник был обезврежен и задержан. У таких людей нет ни нации, ни религии, отметил глава региона. Когда смотришь на ангельское лицо в детстве Гитлера, Муссолини, других кровопийцев мировых известных, и уже на сегодняшний день смотришь вот этих мерзавцев, в том числе те, которые идут, подрываются, совершают суицид, те, которые организовывают эти теракты, то задумываешься вообще, какая мать их могла родить, что им в голову вкладывали и на каком этапе они полностью ушли со светлого направления в путь преступности, вообще бесчеловечности. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что в мечетях нужно читать проповеди о недопустимости суицида, а главы населенных пунктов должны выступить и призвать население к бдительности. Также Евкуров рекомендовал жителям Ингушетии не выезжать в зону проведения Олимпийских игр до их окончания, во избежание сомнительных происшествий, а на территории республики необходимо усилить меры безопасности. Свой доклад по теме представил начальник полиции общественной безопасности Амир Султыгов. С учетом программ проведения праздничных мероприятий в распоряжении начальников территориальных органов по муниципальному образованию выделяется дополнительный личный состав строевых подразделений неведомственной охраны временной оперативной группировки. Для оперативного реагирования на случаи осложнения оперативной обстановки нами сформирован резерв из числа специальных сотрудников МВД и из числа сотрудников ВОЛК и мобильного отряда. Всего на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в новогоднюю ночь планируется задействовать до 1000 сотрудников органов внутренних дел, 80 военнослужащих внутренних войск. Руководитель управления МЧС по Ингушетии Руслан Калоев рассказал о мерах безопасности, принятых во время новогодних праздников в Ингушетии. Проверены все средства пожаротушения, что очень актуально ввиду применения во время новогодних праздников пиротехники. Проведено всего 195 инструктажей. К инструктажам привлечено 1142 человека. В органы власти местного самоуправления направлено 83. Информация о противопожарном состоянии объекта, прокуратуру 14. Распространено 500 памятников. Средства массовой информации опубликовано 7 материалов о мерах пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий. На интернет-сайте Главного управления размещена информация о начале операции «Елка» и ее промежуточных результатах. Завершая совещание, Юнусбек Евкуров призвал всех к особой ответственности в празднике. Хава Султыгова, Тимур Карахоев, Новости 24.
Провести инструктаж сотрудников во всех ведомствах и осуществлять проверки багажа пассажиров междугородних автобусов с помощью металлоискателей поручил секретарь Совбеза Алихан Кузигов на совещании в аппарате Совета безопасности. В нем участвовали все службы, связанные с транспортной безопасностью в Ингушетии. Кузигов дал указания представителям Ространснадзора и ГИБДД, чтобы ни один автобус не отправлялся по своему маршруту без пакета необходимых документов и чтобы у каждого пассажира был именной билет. У водителя также должна быть ведомость обо всех пассажирах, которые находятся в салоне автобуса. Особенно в момент отъезда, выезда, особенно в передаче всяких грузов на перевоз и так далее, чтобы все заносилось. Должны быть бирки, досмотры этих предметов, багажа, которые дополнительно дают. Чтобы эту отдельную книгу записывали, чтобы человек приходил с паспорта, чтобы его установочные данные, кто передал. С минутой молчания по жертвам теракта в Волгограде началась встреча Юнусбека Евкурова с руководителями из силовых подразделений полиции. Глава республики высоко оценил работу, которая была проделана в Ингушетии сотрудниками полиции за уходящий год. По его словам, слаженное взаимодействие силовых структур республики позволило предотвратить вылазки террористов. За этот год правоохранительные органы смогли обезвредить несколько взрывных устройств, от которых могли пострадать сотни жителей Ингушетии. Евкуров призвал сотрудников полиции не сбавлять темпы в борьбе с терроризмом. Более того, в преддверии праздничных дней необходимо особо усилить меры по обеспечению общественного порядка. Места массового скопления людей должны патрулировать наряды полиции, отметил глава. В конце встречи орденом мужества за высокие достижения в служебной деятельности был награжден участковый Ахмед Нагиев. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Награда нашла своих героев и на спортивном поприще. Сегодня в Артис Плаза прошла церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам уходящего года. Благодарственные грамоты вручал мастер спорта по нескольким видам единоборств глава республики Юнусбек Евкуров. Репортаж Магомеда Измайлова. В этом году ингушские спортсмены приняли участие в 14 чемпионатах мирового уровня, более чем 50 всероссийских первенствах и многих других соревнованиях. Один из тех спортсменов, кто представлял нашу страну и республику на международной арене, Джамалей Газгиреев, которому в этом году удалось стать обладателем Кубка мира по кикбоксингу. Кубок мира проходил в городе Анапа. У нас здесь, в России, участвовало 27 стран, около 27 стран. Также были хорошие спортсмены и с нашей республики были, и во всей России спортсмены. Провел там 2 боя, я провел, оба боя я выиграл. Перед спортсменами выступил глава республики Юнусбек Евкуров. В своей речи он отметил, что все находящиеся в зале спортсмены являются гордостью Ингушетии и примером для подражания. И все вы являетесь примером для подрастающего поколения, примером для воспитания, примером сохранения традиций, обычаев, примеров сохранения чести своих родителей, я не раз это подчеркивал, ну и примером твердого характера, готовности в любую секунду на любых направлениях защищать честь и достоинство своего субъекта, своей республики, своих предков, ну и, естественно, нашей великой страны. Также наиболее отличившиеся получили из рук главы республики благодарственные грамоты и денежные премии за спортивные успехи. А министр физической культуры и спорта Ахмед Катиев рассказал о тех спортивных объектах, которые будут введены в эксплуатацию. С федерального бюджета получена субсидия на приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для укладки на стадионах школы-лицей города Назрань. В рамках проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Верхние Чулки и крытого катка с искусственным льдом на Сокольском автономном округе города Назрань. А уже в 2014 году планируется начать строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Яндаре и Назрани. Последний будет оборудован плавательным бассейном. Магомед Измайлов, Ахмед Беков, Новости 24. В Малгобеке прошло открытие района под названием 110 гектаров. Это 3 микрорайона с новостройками для переселенцев из оползневой зоны. В частности, из Вознесенского. Это первый этап решения проблемы переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Строительство обошлось в 3 миллиарда рублей. На открытии присутствовал Юнусбек Евкуров. В своем обращении к собравшимся глава республики поздравил жителей со скорым новосельем и призвал всех в дальнейшем следить за порядком в городке. Также Евкуров рассказал о планах застройки района.
Завершено строительство детского садика на 220 мест. Начинается строительство, к концу следующего года, уже начато строительство, к концу следующего года будет завершено строительство школы. Здесь же созданы так называемые общественные дома, где могут люди и свадьбы, и ритуальные вещи проводить. Здесь же подрядчикам поставлена была задача, и они за свой счет, за счет своей прибыли, это тоже одно из новшеств в республике, построили. Они и строят, сейчас достраивают хорошие торговые центры, где будут продаваться хозяйственные, и продуктовые, и другие виды услуг. Здесь же открывается многофункциональный центр на базе одной из квартир. Будет многофункциональный центр здесь развернут. И на ближайшую перспективу здесь же планируется строительство поликлиники. С открытием нового района коренным образом изменится бытовая жизнь более 800 семей так называемых оползневиков. За несколько дней до этого события с будущими новоселами встретилась наш корреспондент Мадина Пугоева. Домик из глины и полиэтилен вместо окна. Наталья Цурова – одна из тех, кто живет в оползневой зоне. О том, что скоро вся семья переедет в новый дом, Наталья не забывает ни на минуту. Правда, женщина до сих пор не может поверить в свое счастье. Условия, в которых семья Цуровых жила в течение многих лет, немыслимы. Эти стены совсем скоро станут руинами. Постоянно вода затекает в эти окна, продувает сильно. Хотя мы их закрываем, все равно продувает сильно. Дети постоянно здесь бывают у меня. Простывают они тоже. Фразу «земля уходит из-под ног» жители так называемого 36-го участка воспринимают в прямом смысле. Все они наперебой друг другу рассказывают о том, что почва в этом районе смещается. Вот этот выступ появился у нас за одну ночь. За одну ночь. Вот буквально земля села на 80 сантиметров. Сейчас этот поселок почти пуст. Жить здесь стало просто опасно. Многие сейчас проживают у родственников, либо снимают жилье в других местах, а те, кому некуда идти, переселились повыше в старые гаражи и постройки, которые, впрочем, ничем не отличаются от собственных. Семья Марьям Кариевой, как и другие коренные жители, остается жить в Вознесеновской до последнего. Денег на аренду жилья нет. Этот дом уже наполовину разрушен, уже более 10 лет здесь никто не живет. Буквально за одну ночь он превратился в развалины. Таких строений здесь немало. В народе их называют домами-призраками. А тем временем в юго-западной части Малгобека идет строительство 32 многоквартирных домов. Некоторые из них уже готовы к сдаче в эксплуатацию. Причем на первых этажах будут жить люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями. Специально для них в каждом подъезде имеются пандусы. Все вопросы, связанные с отоплением и освещением квартир, уже решены. В дом поступает горячая вода, готова к работе канализационная система. В некоторых из них уже установлены внутренние двери, поселили ламинат и закончили шпаклевку стен. В жизни я такого не видела, чтобы так трудились и так красиво все сделано, уютно. Большое вам спасибо. Строители говорят, небольшой городок станет центром Малгобека. Сюда перенесут административные здания, построят детский сад, магазины, молельные дома в каждом дворе, а также парковую зону. Полностью благоустроенные дворы и квартиры с капитальным ремонтом примут своих хозяев уже совсем скоро. Новоселье в этом году справят 800 семей. Мадина Пугоева, Резван Аушев, Новости 24. В Магасе официально открыли жилой комплекс в 10-м микрорайоне. В присутствии жильцов глава Ингушетии перерезал красную ленту. Жилой комплекс состоит из 17 многоэтажных жилых домов. Строительство началось в 2010 году, и уже через 3 года здесь появились первые жильцы. Микрорайон соответствует всем современным нормам. Большие светлые квартиры, детские площадки и даже дом ритуальных услуг. Цокольные этажи построены с расчетом на развитие малого предпринимательства. Обрести свежим овощам и фруктам вторую законсервированную жизнь позволило открытие унитарного предприятия «Атлас» в сельском поселении Троицкое. На агропромышленном комбинате из-под станков будут выходить до 14 миллионов банок готовой продукции в год. Строительство объекта обошлось в 500 миллиона. Совсем скоро сюда завезут итальянское оборудование, и «Атлас» заработает в полную производственную силу. Попробовать варенье и соленье на место отправилась наш корреспондент Фатима Кариева. Территория агропромышленного предприятия занимает более 6 гектаров земли. Здесь будет осуществляться переработка и производство консервации из овощей, ягод и фруктов. Комбинат будет выпускать продукцию сахаросодержащих и овощных консервов, а также томатные пасты и пюре. Производственная мощность предприятия около 6 тонн в год. Поставщиком плодово-ягодной продукции станет государственное хозяйство «Садовод», а овощи будут поставляться из сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Продукция будет реализовываться и за пределами республики. Поэтому было принято решение построить вот это промышленное предприятие ГУП «Атлас», которое будет выпускать порядка 14 миллионов условных банок. Что будет
полностью обеспечивать наши потребности и позволит нам вывозить какую-то часть продукции за пределы нашего региона. Вот в чем разница между бывшим ГУП «Атласом» и тем, который мы сегодня хотим построить. Строительством агрокомплекса занималось общество с ограниченной ответственностью «Гарантстрой». Из федерального бюджета выделено свыше 500 миллионов рублей. Строительную часть объекта подрядчики закончили даже несколько раньше, чем планировалось. Он состоит из производственного корпуса, административно-бытового корпуса и из ряда вспомогательных зданий. Строительство начато в 2010 году, в декабре месяце. И по контракту мы его должны были сдать в декабре 2014 года. Но сегодня уже открытие. После перерезания ленты присутствующие смогли продегустировать готовую продукцию – повидло, варенье, соленье. Магомед Кадзоев – агроном со стажем работы 6 лет. Магомед говорит, аграриям республики до сих пор было тяжело в плане реализации сбыта собранного урожая. Теперь же «Атлас» обеспечит сельхозтоваропроизводителей рынков сбыта. Для сельского хозяйства это большой плюс, потому что в данное время мы не знаем, куда деть нашу реализацию, нет уже продукции. Мы не знаем, куда деть продукцию. А тут взял-то, сдал завод, и все. Это и легко, и удобно. Агропромышленный комплекс не только обеспечит жителей республики экологически чистой, а самое главное вкусной продукцией, но и существенно снизит безработицу. Идрис Угурчиев в числе тех, кто уже трудоустроился. Открытие этого завода реализуется безработицей очень много. Будет, значит, рабочий класс состоит из несколько тысяч человек. Через несколько месяцев на предприятии будет установлено современное итальянское оборудование, и агропромышленный комплекс заработает в полную силу. Фатима Кариева, Муса Хамкоев, Новости 24. Сегодня сотрудники Федеральной миграционной службы в Карабулаке отметили новоселье. Раньше они дислоцировались во дворе мэрии города. Сейчас в новом здании созданы современные условия. Поздравить работников МС приехала вице-премьер Мадина Гойгова. Она поблагодарила сотрудников управления за работу. Также к поздравлениям присоединился и начальник управления ФМС России по Ингушетии Магомед Батаев. Сдача вот этого здания позволит на заметный уровень повысить качество обслуживания населения в этом городе. Это, прежде всего, регистрация, учет регистрационный и выдача, обмен паспортов Российской Федерации. Я думаю, все-таки сейчас, после того, как наши работники ФМС получат этот подарок по городу Карабулак, у нас не должны быть жалобы по поводу качественного обслуживания. Детский сад с мультяшным названием сегодня открылся в столице Ингушетии. Учреждение рассчитано на 122 ребенка. Помимо стандартного набора педагогов, здесь будут работать логопед, психолог, учитель танцев. Досуг малыши будут проводить в зимнем саду. Подробности расскажет Мадина Албагачиева. Детский сад «Цветик-семицветик» распахнул свои двери для дошколят. Этого события ждали уже давно и родители, и воспитатели. На открытии среди гостей был председатель правительства Абубакар Мальсагов. Как вы все знаете, много детских садов построили, но все равно большая нехватка в детских садах. Значит, я сегодня рад, что наши дети идут в такие прекрасные детские садики. Почему рад? Потому что у моих детей не было такой возможности. Я не говорю уже про себя. Здесь будут воспитываться 122 ребенка. Они будут ходить в 4 группы. В городе сейчас на сегодняшний день действует один детский сад на 70 мест в третьем микрорайоне. Детский сад данный был перезагружен, поэтому на сегодняшний день нам представляется возможным оттуда перевести детей в этот сад в 7-м микрорайоне. Этот детский сад нам нужен был очень. Детки ждут этого детского сада. Родители рады. Благодаря этому детскому саду открылись новые рабочие места. В садике есть спальни и игровые комнаты для каждой группы. Светлая и просторная столовая, огромный актовый зал. Кстати, в нем же будут проходить музыкальные и спортивные занятия. Зимний сад, кабинет психолога, прачечная. Я как мама двоих детей, я очень рада, что мои дети будут воспитываться именно в этом садике. Здесь очень красиво, уютно, просторно. Особенно здесь очень хорошие условия. В штат набраны квалифицированные специалисты. 12 воспитателей, психолог, учитель музыки, логопед. Вскоре планируется открыть танцевальный кружок. Мадина Албагачиева, Ильяс Ханиев. Новости 24.
Этот Новый год Макка Жигова запомнит надолго. Сбылась ее мечта. У нее теперь есть желанное средство передвижения – велосипед. И подарил его ей сам Дед Мороз-единорос. Пару недель назад девочка озвучила свое желание в резиденции волшебника в присутствии главы Ингушетии. Купить такой подарок на свои средства семья не может. Сказано, сделано. Желание девочки исполнили. Да, уже 3-4 год, как она пишет. В этом году вот мне повезло. Дед Мороз обещал исполнить желание. С участием нашей главы большое спасибо, что вы исполнили ее желание. Мы очень рады. Дети тоже обрадовались. Как-никак это немножко внимания. Я думаю, что дети остались довольными. И в дальнейшем, что от нас вот зависит, мы постараемся сделать максимально. Всего в резиденцию Деда Мороза пришло более 2000 писем. Раздавать подарки он будет до самого Нового года. А куда не успевает сам, откомандирует своих представителей. Единороссы уже завершили раздачу подарков в Назрановском районе. В Малгобекском заканчивают во вторник. Вот такие вот новости. С наступающим вас Новым годом и спокойной ночи.